Добрый день! Мы начинаем вебинар, посвященный разговору про детские страхи. Пожалуйста, отметьте, как видно, как слышно меня. Напишите, пожалуйста, в чате. Замечательно, Марина, благодарю вас. Мы начинаем вебинар, посвященный теме переживания страхов в детском возрасте. Вебинар проходит в рамках работы Республиканского консультационного центра просветительского проекта «Академия будущих родителей». Меня зовут Григорьева Евгения Сергеевна, я психолог, и сегодня посвятим ближайшее время тому, какие бывают страхи, разберемся в их происхождении, в динамике развития страха в детском возрасте, а также обязательно поговорим про то, как помочь своему ребенку дома или в детском саду, или в образовательном учреждении, если вы столкнулись с детскими страхами. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас написать в чат свои вопросы, касающиеся данной темы. Если они есть, я постараюсь на них ответить в течение нашей встречи. Кроме того, вы можете написать сейчас, какой возраст ваших детей и сталкивались ли вы с темой детских страхов. Беспокоит ли что-то вас или вашего ребенка сейчас. Я приготовила также инструменты для работы, такой сегодня метафорические карты. Если мы будем успевать и вы будете активны в работе вебинара, то я смогу провести для вас практическую работу. Конечно, это работа не с детским страхом, собственно, а работа для родителей или для педагогов, в основном, наверное, воспитателей, которые сталкиваются с детскими страхами. Понятно, что учителя в школе в меньшей степени обладают временем для того, чтобы работать с детским страхом. Ну что, пока вы пишете ответы на мои вопросы, свои запросы также, да, напишите, я начну и скажу о том, что страх – это, в общем-то, норма, нормальная эмоция и нормальное состояние. Подумайте, пожалуйста, задумайтесь, какое значение имеет страх для человека. Для любого вообще живого существа, там в лесу для зайчика, там для любого, да, живого существа страх имеет ключевое значение. Прежде всего, эмоция страха позволяет нам адекватно реагировать на какую-то угрозу. И, соответственно, в рамках поступления данной угрозы адекватно действовать, да, по ее преодолению. Если бы не было страха, то мы, конечно же, не смогли бы даже выжить. Мы бы не доживали до детородного даже возраста, потому что мы подвергаемся множеству опасностей, и именно страх позволяет нам сохранить свое здоровье и жизнь. Это такая вот позитивная сторона данного переживания. Да? С другой стороны, страх всегда блокирует нас, да, то есть лишает нас жизненной активности, мешает нам действовать, блокирует нас. И это, безусловно, носит отрицательный характер на наше самочувствие, оказывает влияние и на состояние наших дел. Страх всегда подразумевает переживание какой-либо опасности в воображении или в реальности. Страхи бывают по характеру, да, ситуативные и личностные. Например, адекватно бояться, я не знаю, там, находиться где-нибудь на высоте, или бояться хищного зверя, который перед вами там, да, встретился вам на пути. Это ситуативный страх, он вполне адекватен. Бывают личностные страхи, например, кто-то боится пауков. Пауков не обязательно бояться, но кто-то боится пауков. Кто-то боится публичных выступлений. Опять-таки, это свойственно не всем, а некоторым людям, и это вот можно отнести к личностным страхам. Также бывают природные и социальные страхи. Природные – это все, что касается вода,
пауки, змеи. Социальная группа страхов — это страх публичного выступления, страх одиночества, страх большого количества народа. Вот так, это деление страхов по характеру. Дальше. Страхи делятся по степени реальности на реальные и воображаемые. Реальные страхи — это, например, бояться быстро движущейся на тебя машины. Есть реальная угроза, или собака бежит, лает на тебя, и это реальная угроза. Воображаемые страхи — это те страхи, которые разыгрываются в нашей голове, в наших чувствах. И, в общем-то, мы сами себя пугаем. Да? Мы можем разыгрывать в своей фантазии разные страшные сцены, которые в реальности могут вообще никогда не проходить, не повторяться, да? Но мы их прям вот в живости представляем, и они очень удручающие, очень угнетающие на нас могут действовать, блокировать буквально жизненную энергию и активность. Страхи делятся по степени интенсивности на острые и хронические. Острые страхи — это страхи, которые возникли в данный момент. Ну, к примеру, человек увидел, как тонет кто-то, и у него возник вот страх, что он тоже может утонуть, к примеру. Да? Ну, либо человек поднялся на какую-то высоту, посмотрел вниз и испугался. Да? Это острый страх, переживаемый в моменте. Хронические страхи — это когда страх не зависит от того, какая ситуация вовне происходит. Страх как бы сам по себе существует перманентно, всегда у человека. И страхи бывают, можно поделить по уровню на возрастные, так называемые естественные или нормативные страхи, и патологические страхи. Мы будем говорить сегодня в основном про вот эту категорию страхов. Это возрастные, естественные, нормативные детские страхи. Патологические страхи — это те, которые блокируют жизнедеятельность. Давайте вот разведу эти понятия, да, и мы поговорим о том, что есть норма в переживании страха и что должно настораживать нас как родителей, когда наш ребенок чего-то боится. Итак, возрастные или нормативные страхи. Они обычно кратковременные, не длятся долго. Да, обычно в среднем это где-то около месяца. Это норма протекания страха. Если страх не ослабевает и не проходит за это время, то следует обратиться уже к специалисту, к психологу, для того, чтобы поработать с этим страхом, и он не стал бы хроническим. Да? То есть нужно помочь ребенку его преодолеть. А в среднем здоровому ребенку хватает 3-4 недель для того, чтобы преодолеть возрастной страх, нормальный страх. Да? Итак, возрастные страхи кратковременные. Возрастные страхи обратимы, то есть страх начинается. Например, каждый ребенок в какой-то период своей жизни боится темноты. Это норма, абсолютная норма. Но этот страх, прожив некоторое недолгое время с ребенком, сам собой проходит, то есть страх обратим. Эти страхи исчезают с возрастом, ребенок переходит в новый возрастной этап, и страхи уходят. Не затрагивают основные глубоко ценностные ориентации человека и не влияют не искажают никак характер человека, поведение, а также взаимоотношения с людьми. Крайне важно в определении нормативного и ненормативного страха то, что нормативные страхи не снижают качество жизни человека. Ненормативные страхи, к сожалению, приводят к тому, что качество жизни человека снижается, у него сужаются контакты, дееспособность, активность в социуме, у него снижается качество удовлетворения своей жизнью, да, блокируются его желания и так далее. Вот это существенная черта, которая поможет вам определить, нормативный страх или ненормативный.
И давайте теперь рассмотрим характеристики невротических страхов, да, то есть ненормативных, тех, которые действительно ведут к снижению качества жизни человека. При невротических страхах мы наблюдаем большую эмоциональную интенсивность и напряженность. Да? То есть человек, который переживает страх по невротическому типу, острее его чувствует. Такой страх блокирует его жизнедеятельность. Качество жизни, как я уже сказала, страдает. Этот страх дается человеку большой эмоциональной ценой. Он должен существенно страдает, испытывает существенные страдания при переживании данного страха. Невротический страх характеризуется длительным или постоянным течением. То есть, я уже сказала, норма это где-то месяц. Да? Более длительное течение может указывать на то, что страх стал патологическим, невротическим. Невротический страх влияет на формирование характера и личности неблагоприятным способом. То есть у человека портится характер. К примеру, например, недавний такой случай в моей практике. Один из клиентов не выходит из дома 5 лет. Да? То есть у него панические атаки, он взрослый мужчина, у него есть семья, и 5 лет он не выходит из дома. Безусловно, это уже отрицательным образом влияет на все сферы его жизни, в том числе искажается его характер. Что еще характерно для невротического страха? Это избегание объектов страха, а также всего нового и неизвестного. То есть человек, испытывающий страх, сужает свою активность в окружающем мире, не познает новое, не действует по-новому, не учится чему-либо. То есть он блокирует свое собственное развитие. Дальше. Относительная трудность устранения. Да, то есть, если мы говорим о нормативном страхе, то здесь может быть достаточно вполне тех мер, которые я вам сегодня приведу для того, чтобы помочь своему собственному ребенку справиться со страхом. В случае же патологического страха все-таки мы говорим о том, что человеку требуется специализированная профессиональная психотерапевтическая помощь. И может понадобиться достаточно длительное время на устранение этих страхов. Человек, который переживает страхи по невротическому типу, не способен справиться со своими чувствами, контролировать их. Да? То есть мало сказать человеку, ну что там боишься, подумаешь, собака, эта собака не кусается, эта собака тебя вообще не трогает, она идет мимо. Да? Эта мысль не является для клиента освобождающей. Этот человек не может справиться со своим страхом, контролировать его и направлять деятельность по устранению. Если бы он мог, он бы это обязательно сделал. Вот эта мысль должна присутствовать, да, у нас в голове, когда мы видим человека со страхом. Невротические страхи ведут к изменениям в мышлении. Мышление человека становится более быстрым, хаотичным, в состоянии тревоги, либо наоборот, очень вялым, заторможенным, теряется гибкость, мышление становится скованным, человек плохо адаптируется, у него бесконечная тревога, бесконечное опасение, переживание, он становится мнительным. Да? То есть либо наоборот очень суетливый, либо очень мнительный, заторможенный, вялый, не способный принять какие-то решения. Ну и кроме того, невротические страхи искажают эмоционально-волевую сферу человека. Отношения окружающих воспринимаются неадекватным образом, нарушается социализация человека. Человек может отказаться от каких-то контактов, от достижений, от целей. Да? То есть происходит, посмотрите, через ношение невротического страха блокировка практически всех сфер жизни человека, области отношений, области развития личности и так далее. Мы не будем говорить сегодня о всех видах страхов. Мы сосредоточимся на детских страхах и на динамике их протекания. Итак, какие же детские страхи являются нормативными в разных возрастах и как они протекают? Обратим на это внимание.
Итак, от рождения до 6 месяцев а, младенец представляет собой абсолютно зависимое от состояния матери существо. Эмоциональная сфера у ребенка еще только начинает формироваться, и ребенок буквально зеркалит маму. И если мама наша очень тревожна, если мама находится в послеродовой депрессии, если мама не справляется со своим состоянием, в этом случае ребенок также уже на этом этапе может быть подвержен страху. Он может не справляться, быть очень беспокойным, возбудимым и чувствовать себя неблагоприятно. Если же мама наша спокойна, то у ребенка больше удовлетворения потребностей в безопасности, он чувствует себя лучше. Ну и эмоция страха может появляться у него в связи с каким-то объективным неудобством, некомфортом, да, голодом, болями в животе, там, потребностью его в тепле, в комфорте, в контакте. Все это должно быть удовлетворено, и тогда наш ребенок как бы, спокойно себя чувствует. При неудовлетворении этих базовых потребностей, да, у ребенка может возникать отрицательное состояние и беспокойство. Это не собственно страх, это как бы вот беспокойство. С 7 месяцев, да, особенно там уже 8 месяцев, это всегда чувствуется, и мы это видим. У ребенка эмоция страха, беспокойства, тревоги появляется в ответ на уход матери и появление посторонних людей. Мы можем видеть, как 8-9-месячный ребенок жутко протестует тому, что мать уходит, что его дают в руки кому-то постороннему. Он чувствует себя беспокойно при появлении даже бабушки, да, он, там, может быть, даже знакомый, но все-таки там не проживающий с ними. Это приводит ребенка в состояние беспокойства, тревоги, он может плакать и так далее. Это является нормой, да, для развития. Если ребенок так делает, если ребенок там 9 месяцев не хочет идти на руки к дедушке, это норма. Обижаться на это не следует. Нужно, наоборот, сказать, что да, мы развиваемся хорошо, все по графику. В общем-то, первый год жизни ребенка – это важнейший этап в развитии личности, ведь в это время у ребенка формируется базовое чувство безопасности. В конце первого года жизни ребенок делает вывод о том, мир опасен или мир безопасен. Могу ли я чувствовать себя свободно, изучая этот мир? Могу ли я безопасно исследовать его, да, общаться, контактировать, или же мир опасный, и нужно постоянно удерживать мать рядом и постоянно беспокоиться о своем благополучии. Этот опыт ребенок получает через мать. Если мама первый год жизни была рядом, она присутствовала активно в жизни ребенка, она удовлетворяла его потребности, она вступала с ним в хороший, качественный, теплый контакт, она приходила ему на помощь, то есть у него болит живот, она его успокаивает, он голодный, она ему дает грудь, она его кормит, он хочет на руки, она его берет на руки, ему становится скучно, она с ним играет, то есть каждую беспокоящую ситуацию мать как бы закрывает своими действиями. Вот это поведение матери помогает ребенку в конце первого года жизни сформировать так называемое базовое доверие к миру. Это состояние, при котором ребенок не чувствует себя в опасности в мире. Это важнейшее психологическое новообразование возраста. Ребенок, который получил такой опыт доверительный, да, доверительного контакта с матерью, потом в дальнейшем выстраивает доверительные отношения с миром. Мама – это модель мира, поэтому очень важно дать ребенку вот это состояние контакта с теплой, щедрой, спокойной матерью, которая справляется со всеми неприятностями, которые у нее происходят. И она удачно проходит все эти неприятности, которые происходят у ребенка.
Если ребенок такого опыта не получает, то на выходе мы можем получить весьма тревожную личность, которая действительно будет во взрослой жизни страдать от множества страхов, панических атак, будет с трудом выстраивать отношения с миром. Это, к сожалению, так вот и происходит. Очень часто в психологической, психотерапевтической работе мы возвращаемся именно в этот первый год жизни, когда, например, мама отдала ребенка там бабушке, сама уехала учиться или работать, и ребенок был лишен вот этого базового доверия к миру. А теперь ребенок мучается там страхами или другим каким-то эмоциональным неблагополучием. Итак, базис создан здесь. У ребенка должно появиться ощущение базового доверия к миру. Идем дальше. Дети с года до 3 боятся нормативно, опять, да, мы говорим про нормативные страхи, боятся сказочных персонажей, например, волка, который рычит, да, резких звуков каких-то, боятся остаться одни в комнате, они боятся боли, боятся уколов, например, там на приеме у врача, да, каких-то манипуляций. Все это нормальные страхи. Мы не не напрягаемся тут, мы понимаем, что ребенку адекватно этого бояться. При этом этот страх ситуативный, то есть ребенок не то чтобы боится врачей все время, когда мы говорим слово врач, или он в книжке видит врача, он там приходит в какое-то дрожащее состояние. Нет. В поликлинике зашли в кабинет, увидел укол и испугался. Адекватно, ситуативно, по возрасту. Да? Не напрягаемся тут. Вышли, успокоили малыша, все нормально, ребенок успокоился, больше об этом не думает, да? Завтра уже забыл про это. Сегодня еще переживает, что там на пальчике что-то болит, да? Завтра уже нет. Вот это норма. Да? Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, я на них буду отвечать. Идем дальше. Следующий возраст – это с 3 до 5 лет. Здесь появляется так называемая, такая знаменитая триада страхов. Это страх одиночества, страх темноты и замкнутого пространства. Очень часто эти страхи происходят в одно время, да, одномоментно. Это, например, когда ребенка отселяют в комнату жить одного, и он боится, когда мама уходит, а он просыпается в этой комнате, там присутствуют все эти 3 страха. Одиночество, я один, темнота, замкнутое пространство, закрытая дверь, например. Да? Если ребенок вот поймал уже эту триаду, она у него сложилась, то что мы можем здесь сделать? Да? Не закрывать дверь, оставлять ночник и приходить, когда ребенок там проснулся, например, и успокаивать его. Или приглашать его прийти в свою комнату и сказать, если ты проснешься, ты, пожалуйста, приходи к маме, мама тебя успокоит. Ну вот типа того, да. Это также норма. Это не должно блокировать ребенка, это не должно ему мешать, не снижать качество жизни. Что такое вот здесь снижение качества жизни? Это когда ребенок уже не может спать, у него беспокойный сон, он несколько раз за ночь просыпается и плачет от испуга. Вот это уже не нормативно. Да? Нормативно проснуться и испугаться, но это происходит там раз в неделю, раз в месяц, да? И ребенок быстро успокаивается. А если вот ребенок у нас не может успокоиться, у него возникает такое паническое состояние, вот вам уже здесь должно вас это насторожить, следует обратиться здесь к психологу за консультацией, как минимум. Идем дальше. С 4 лет к ребенку, в восприятие мира ребенком добавляются так называемые фантазийные страхи у дошкольника. Анималистичное сознание. Это значит, что ребенок в своем развитии психики похож на такого, знаете, древнего язычника, который наделяет душой любой камень, любую палку, любое дерево, да, и говорит о том, что все они живы. Так вот, у ребенка дошкольного возраста такое же анималистичное сознание. Ребенок фантазирует и верит в то, что там куклы по ночам оживают, в шкафу живет там привидение, под кроватью живет монстр, который хочет схватить его за ногу. Ну и так далее. Да? Дети боятся выдуманных персонажей, например, из книг, из сказок, Бабы-Яги, Бармалея, Карабаса-Барабаса, Кощея и так далее. Поэтому ни в коей мере нельзя
Пугать ребенка здесь и говорить о том, что придет какая-нибудь баба-яга и заберет тебя, да, ребенок и так этого боится, он и так в это верит, и нельзя его еще как бы усиливать в этом страхе. Дети в 5-7 лет часто боятся своих собственных страшных сновидений, которые воспроизводят настоящие, прошлые или даже будущие страхи. Ребенок может вспоминать какой-то страшный этап, когда за ним бежала собака и гавкала на него, это может ему сниться. Ребенок может предполагать, что он потеряется, например, да, ну и так далее. То есть ребенок как бы проживает какие-то жизненные ситуации во сне, он боится этих снов. Да? Мы сами, взрослые, знаем, как это неприятно, когда тебе снится кошмар. Ребенок верит во все, что вокруг него, он верит в то, что под кроватью живет монстр, и поэтому для него собственный сон является более чем реальным. И, конечно же, его испуг здесь может быть в разы больше, чем у нас, взрослых, которые, проснувшись, говорят, ну, слава богу, это сон, и могут дальше заснуть там, да, справиться как бы с этим страхом и с этими неприятными чувствами. Ребенок, ну, это не совсем способен сделать. В 6-7 лет апогея достигает страх смерти. В этом возрасте дети спрашивают про смерть взрослых. Важно здесь хорошо, качественно отвечать на этот вопрос, да, не обманывая ребенка, но и не говоря особенных подробностей, рассказывая о том, что это нормативно и что это там, не скоро со всеми с нами случится. Именно в этом возрасте, в 6-7 лет, у ребенка формируется чувство времени и пространства, появляется концепция жизни, и он понимает, что жизнь не бесконечна, что люди рождаются и умирают, и это касается его близких, его семьи, тех людей, которых он любит. Категория смерти в 6-7 лет – это реальность, которую ребенок должен признать как нечто рано или поздно неизбежное в жизни. Мы уже не можем больше здесь ребенка удерживать от реальности, да, такого события в жизни человека. И это воспитательная ситуация, нравственно-этическая категория, указывающая на то, что ребенок у нас в должной мере развит, в должной мере зрел и переживает глубинные уже такие вот глубокие чувства. Изначально ребенок не готов признать факт смерти, он его отталкивает и не хочет соглашаться с тем, что смерть бывает и случается. Именно это и порождает страх. Страх означает, что нет такого эмоционального принятия этой ситуации. Появление страха смерти означает появление постепенного завершения так называемого наивного периода в жизни детей, когда ребенок верит в бессмертие, в существование сказочных персонажей, каких-то там волшебных существ и так далее. Да? Мы знаем, что в 6-7 лет, как правило, дети уже начинают сомневаться в существовании Деда Мороза, фей, драконов и так далее. Да? То есть они приходят все более к реальному пониманию жизни, а там существует смерть. Поэтому, когда там в сказке Ивану Царевичу отрубали голову, а он потом оживал, это невозможно. И здесь это опять-таки нормативная динамика, и нас это не должно пугать. Мы должны спокойно говорить на эти темы, потому что наше спокойствие снижает тревогу у ребенка. У детей в 7-8 лет начинает появляться тревожность, мнительность, которая связана с его социальной жизнью, с функционированием в школе, в отношениях с педагогом, сверстниками и так далее. Появляются возрастные проявления навязчивости, тревожности. Ребенок может беспокоиться: мы не опоздаем в школу, не забуду ли, ничего ли я не забыл там собрать, да? А когда мы поедем? А сколько еще времени осталось, да?
То есть, если наш ребенок там до этого, например, в путешествиях в машине ездил спокойно, просто как бы не задумываясь даже о времени, находясь, как бы, знаете, здесь и сейчас в машине, да, он не спрашивает, когда мы приедем, то ребенок в 7-8 лет начинает навязчиво спрашивать, когда мы приедем, а сколько осталось, а сколько осталось. Вот недавно мы ездили с семьей отдыхать на машине, да, и все там 10 часов дороги, 8-летний сын спрашивал, а когда мы приедем? А когда мы приедем? А сколько осталось? Это вопрос звучал раз, наверное, в 20 минут, да? То есть несколько раз в час ребенок как бы переживает вот это тревожное возбуждение, потому что же со временем происходит. Это норма. Дети в возрасте 7-8 лет боятся неодобрения со стороны родителей, боятся не соответствовать их пожеланиям и ожиданиям. Они боятся неуспеха в школе, например, что их не примут, что они не понравятся учительнице. Ну и им очень важно быть принятыми, да, в классе. У них появляются школьные страхи, так называемые. Это страх сделать ошибку, страх, что с ним никто не дружит, боятся проявления физической активности от других детей. Ну и кроме того, дети в этом возрасте боятся природных катаклизмов, бури, ураганы, наводнения, землетрясения. Дети с 8 лет, младшие школьники, испытывают такое вот сочетание социальных и инстинктивных страхов. Прежде всего, это страхи несоответствия общепринятым нормам и страхи смерти родителей на фоне формирующегося чувства ответственности и выраженной в этом возрасте внушаемости. Ну и подростки с 11 до 16 лет решают вопросы, в основном касающиеся собственной личности и отношений со сверстниками. Существенно меняется их самооценка, самовосприятие, которые неразрывно связаны с чувством самоуважения, уверенностью в себе и проявляются в контексте межличностных отношений со сверстниками. С одной стороны, подросток стремится сохранить свою индивидуальность, с другой стороны, быть вместе со всеми, принадлежать группе, быть единым целым с группой, да, быть принятым группой и так далее. Разрешить такое противоречие, движение к себе одновременно и движение к группе, нелегко. И здесь ребенок проходит достаточно сложный такой период, да, когда это все должно прожиться, проясниться. Ребенок должен научиться с этим справляться и избавиться от страха потери контакта со сверстниками, когда очень многие подростки попадают в зависимость, да, они вынуждены слушаться группу и отказываться от своего мнения. Им надо прожить этот период и научиться, как бы не давать себя, не давать подавлять свое мнение, да, им важно проявлять свое мнение, уметь отстаивать, на это требуется время. Чего боятся подростки? Они боятся быть не собой, да, потерять контакт с собой. Они боятся своих изменений с телом связанных. Это менструация у девочек, это изменение фигуры, массы тела, роста, это начинающаяся менструация у девочек, это полюция у мальчиков. Кроме того, подростки начинают бояться сексуальной атаки. Это страх нападения, страх подвергнуться сексуальному домогательству. Они боятся, часто подростки, заболеть чем-то. Они боятся одиночества, они боятся замкнутых пространств. Но в основе всех этих страхов это базовый страх смерти. Страхи у подростков – это вещь нередкая, они обычно тщательно скрываются, подросток блокирует свою эмоциональность достаточно часто, не делится, переживает в себе, не рассчитывая как бы на поддержку и помощь взрослых. К сожалению, чувство безопасности подросток теряет, он очень сильно нуждается в помощи и часто ее не получает. Да? Поэтому будем внимательны со своими подростками. Нам кажется, что он бесстрашен, на самом деле он просто напичкан страхами и напряжением.
Поговорим немножечко о том, почему возникают страхи у детей вообще, да, то есть что в нашем родительском поведении и поведении взрослых окружающих способствует тому, что ребенок все-таки встречается со страхом, и он развивается у него, в такой вот более патологической форме. Истоки тревожности детей следует искать в раннем детстве. Уже на втором году жизни тревожность может возникать как результат неправильного воспитания. Когда родители тревожны, когда они постоянно демонстрируют ребенку озабоченность, это в чем это проявляется? Например, ребенок упал, у мамы там такая сильная эмоциональная реакция, ребенок температурит, мама плачет от того, что ей жалко ребенка. Ребенок что-то ест, мама очень придирчиво смотрит там на эту баночку, значит, что там в составе. И она говорит: нет, мы не едим это печенье гадость, нельзя это есть, вот это яблоко плохое, оно химическое. Мама чрезмерно тревожна сама. Она описывает ребенку мир как бы в тревожной перспективе, да, она говорит как будто бы каждым своим действием: мир опасен, посмотри, нас тут хотят отравить таким, здесь такие-то вредные дети, здесь соседи, которые шумят, не дают нам качественно отдыхать, здесь там бытовая химия не такая, здесь игрушки не такие. То есть мама как бы сама оценивает мир как опасный, и, конечно же, ребенок в втором году жизни уже тоже испытывает такой страх перед миром, и, соответственно, это блокирует его активность. Такие тревожные дети уже не идут в песочницу смело есть песок, исследовать мир, трогать руками лужу, не знаю, там, залезать и доставать червяка из земли. Такие дети боятся всего. Такие дети боятся пробовать новую еду. Они боятся менять одежду. В моей практике есть дети, которые боялись менять одежду. Приходит смена сезона, лето, а ребенок не хочет снимать куртку. Он не хочет выходить на улицу без курточки. Да? Это говорит не о том, что с ребенком что-то не так, это говорит прежде всего о том, что с мамой что-то не так. Маму на терапию отправляем. Мама должна работать со своей тревожностью. Она ребенку показала: мир опасен, кругом бомбы, мины, гранаты, взрывы, опасность. Да? Мир настроен против нас плохо. Вот. Поэтому главным образом наличие страхов и тревожности у детей обусловлено отношением с миром у мамы, количеством тревоги у мамы. Дети, которые живут в холодной эмоциональной атмосфере, когда они не приняты своими родителями, когда нет поддержки и тепла, также более часто подвержены страхам. Что еще влияет, на формирование страхов? Когда у детей в жизни очень много ограничений и запретов. Когда родители не дают в должной мере свободы. Вот, когда ничего нельзя. Нельзя – это всегда сигнал опасности. Запрещать мы должны то, что угрожает жизни и здоровью ребенка, а не все подряд. Дорогие родители, нужно убрать из комнаты, где у нас находится малыш, все, что нельзя ему трогать. Нельзя постоянно, каждую минуту говорить ему: нет, нельзя. Это блокирует его инициативу, его потребность познавать, исследовать мир. Да? То есть мы, по сути, создаем ребенку опять-таки ощущение вот этого опасного мира. Что еще влияет на формирование страха в детском возрасте? Это конфликты между родителями. Ребенок очень остро воспринимает. Нам кажется, что он просто играет и ничего не чувствует. На самом деле, в тот момент, когда мама и папа конфликтуют, мир ребенка делится на две части. У него происходит такой внутриличностный раскол. Мир рушится для него, да, и он не может себя чувствовать в нем безопасно. Когда отец агрессивен, например, против матери, ребенок понимает, что мать в опасности, и помочь он ничем не может. И он испытывает и свой испуг, тревогу, и материнские чувства тоже переносит на себя, и тоже их испытывает. Да? То есть конфликт между родителями – это очень тяжело для ребенка.
Способствует формированию страхов в детском возрасте разрыв качественной связи с матерью. Если мама мало времени проводит с ребенком, если в раннем возрасте, там, до года, да, ближе там, к году, до 3 лет, мама рано вышла на работу, рано оставила ребенка с кем-то там из помощников, ребенок чувствует повышенную тревогу. Мама в это время тоже испытывает чувство вины, у нее тоже внутренний конфликт, у нее тоже внутренняя тревога, потому что оставлять на кого-то ребенка это достаточно тоже тяжело и травматично для нее. Да? Мама находится сама в неспокойном состоянии. Все это передается ребенку. Ранее отправка ребенка в детский сад, в ясли, также ведет к тому, что количество страхов, тревожности у ребенка растет. Поэтому мы должны понимать, что гарантия эмоционального благополучия ребенка в первые годы жизни в основном это контакт качественный с матерью. И на этом фоне разворачивается уже восприятие безопасного мира ребенка. На количество страхов также оказывает состав семьи. По статистике и у девочек, и у мальчиков дошкольного возраста, выросших в неполной семье, где не было папы, или папа был в неактивной позиции, страхов было статистически больше, чем у детей обоего пола, находящихся в полной семье. Папа – это гарант безопасности. Папа – это сила, это умение как бы справиться со сложностями, которые есть. Да? И ребенок, который ощущает, что вот он взрослый, который сильный, большой, это дает ребенку спокойствие и удовлетворение. Вспомните, пожалуйста, в садике дети меряются папами. Да? Они говорят, вот мой папа придет и там, тебя накажет, наругает тебя. Да? То есть для него папа это как бы такая сильная большая фигура, которая снижает тревогу, которая есть у ребенка в большом мире. Кроме того, на формирование страхов влияет возраст ребенка. Статистика показывает, что у молодых, эмоционально непосредственных и жизнерадостных родителей дети менее склонны к проявлению страхов, беспокойства и тревоги, чем у родителей более старшего возраста. Возрастные, так называемые родители, сами более беспокойны, сами более тревожны. Особенно тревогу усиливает, например, длительная неспособность, да, неудачные попытки родить ребенка. Тогда ребенок становится для них гипержеланным, и это ведет к росту тревоги от его потери, возможно, или причинению ему вреда. И это также транслируется ребенку, и дети более таких вот возрастных родителей по статистике чаще подвержены страхам и тревоге. Ну и кроме того, на отношения, на формирование страхов у детей влияет взаимоотношения со сверстниками. Если детский коллектив и взрослые не принимают ребенка, обижают его, то ребенок не хочет идти в детский сад, в школу, боится контактов со сверстниками, и это также ведет к увеличению количества страхов и тревоги. Что еще влияет? Травмы испуга, объективные ситуации, в которых ребенок испугался, пережил страх. Если такие эпизоды были, то, безусловно, такой ребенок больше склонен к переживанию страхов, чем ребенок, который никогда не сталкивался с чем страшным. Ну и кроме того, влияет еще и такое, вы знаете, заражение, взаимозаражение страхами, когда в процессе общения со сверстниками или взрослыми ребенок является чужими идеями, чужими мыслями. То есть он никогда не думал про маньяков. Тут ему рассказывают, что вот есть такие маньяки, и он начинает тоже этого бояться, потому что произошло такое заражение психическое, да. Вот. Или там один ребенок рассказал, я боюсь темноты, потому что там привидения. И вдруг наш ребенок, который до этого спокойно ложился спать в темной комнате, тоже начинает бояться темной комнаты и привидений, которые там прячутся.
Итак, вот что является причинами возникновения страхов, что усиливает страхи и ведет к тому, что нормативные страхи становятся патологическими. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, если они есть, я на них отвечу. Ну и немножечко давайте мы поговорим о таких домашних способах коррекции детских страхов. Если мы говорим о нормативном страхе, то тогда можно справляться с ними дома, благодаря родителям. Если же мы говорим о ненормативных страхах, то в этом случае крайне важно как можно быстрее ребенка отправить, да, отвести к специалисту и дать возможность уже специалисту, психологу или психотерапевту помочь малышу справляться с его страхами, малышу или там уже подросшему ребенку, да, справляться со страхами. Что мы можем делать дома? Крайне важно, чтобы в момент переживания острой тревоги или страха, когда ребенок приходит к вам, вы не совершили ошибку обесценивания. Когда вы говорите: ой, что ты там боишься, не оживают эти куклы по ночам, что ты ерунду говоришь. В этот момент вы перестаете быть для ребенка родителем, который разделяет его эмоцию, который его поддерживает. Вы превращаетесь в родителя, который обесценивает чувства. И что там к ней, к этой маме идти, когда она не поддерживает меня, когда она меня не понимает. Да? И между вами с ребенком все-таки формируется, ну, такая пропасть эмоциональная, да, когда доверительные отношения пропадают, к сожалению. Крайне важно отнестись с вниманием, серьезностью к тому, чего боится ребенок, расспросить его об этом, дать ему выговориться, дать ему поговорить. Вот это очень важно, потому что практика показывает, что даже когда ребенок говорит о своем страхе, он как бы делится с нами, а мы в это время, там, мама или психолог, не падаем в обморок, не пугаемся сами тоже, не убегаем, не говорим, не краснеем, не бледнеем, да, мы как бы спокойно слушаем это. Ребенок снижает свою тревогу просто за счет того, что слышит спокойную на это реакцию. Он видит, что на самом деле это не так страшно. Мама или тетенька-психолог, да, справляется с этим страхом, не падает в обморок, не краснеет, не бледнеет, значит, и я справлюсь. Да, ребенку становится спокойнее. Крайне важно, чтобы ребенок видел, что вы в принципе справляетесь со своей жизнью. Дети, которые видят беспокойство родителей, тревожную маму, которая плачет по поводу и без, она не справляется со своими переживаниями, со своими эмоциями. Это крайне тяжело для ребенка. Возникает мысль такая: если уж моя мама, взрослая, да, не может с этим справиться, то как я, маленький, могу с этим справиться? Да? Ребенок как бы лишается сил. Если же, наоборот, ребенок видит маму и папу, которые со всеми трудностями своей жизни справляются, говорит: ничего, там сейчас мы подумаем и все решим, сейчас мы там посовещаемся, спросим у кого-то, и все будет нормально. Ребенок успокаивается, он понимает, что любой страх преодолим. Вот это крайне важно в наших с вами реакциях. Дальше мы говорим с ребенком о страхе, мы его расспрашиваем. И потом я вам предлагаю вот такую вот технику, которую в принципе применяют психологи. Ее можно вполне легко применить дома. Я предлагаю вам, методика называется «покормить страх». Да? Мы должны, например, ребенок боится там какого-нибудь злого дракона или еще там какое-то существо. Мы должны порасспрашивать его. Хорошо будет, если вы предложите ребенку его вместе нарисовать, изобразить его, да? Вынесенный на бумагу страх перестает быть внутри ребенка, он как бы снаружи уже, да, отдельно. А теперь отдельно мы что-то с этим можем сделать. А теперь вы его спрашиваете: а что, например, там любит кушать твой дракон? Чем питаются такие драконы? Он говорит: он питается там, не знаю, там чем-нибудь, бараном каким-нибудь, или зайцами, или ягодками, да? Вот. И мы говорим: хорошо, давай мы с тобой его покормим. Нарисуй ему вот эти ягодки, или нарисуй ему там это мясо, или что он любит кушать. И мы рисуем это. А что еще любит? А где любит там гулять твой дракон?
И он говорит, а он любит ходить там, я не знаю, в парк, качаться на качели. Мы рисуем ему качели, как бы предлагая ему там, да, вот поиграть на этой площадке этому дракону. А с кем он дружит, а кто его друзья, а у него там, например, нет друзей. И как же он себя чувствует, когда у него нет друзей, спрашиваем мы. Да ему грустно, плохо, поэтому он стал злой. Тут, видите, мы уже доходим до того, что понимаем причину. Да, может быть, это немножечко про ребенка, с ним никто не дружит. И мы говорим, ну, конечно, одному-то ему скучно, поэтому он стал злой. Давай-ка мы придумаем, вот с кем он мог бы подружиться. И там, например, рисуем еще одного дракона, и им теперь стало вдвоем лучше. Или, например, там дракон скучает на самом деле по маме, поэтому он стал такой злой. А куда делась его мама? А его мама там улетела и заблудилась, и потеряла этого дракона. Давай мы ее найдем, да? И мы начинаем как бы рисовать или даже просто фантазировать об этом. И таким образом тревожность в отношениях с этим объектом страха теряется, снижается. И вы можете увидеть, прям как вот после этой игры, диалога вот этого, да, ребенок перестал этого бояться. То есть ребенок так успокоил внутри себя этот страх, что больше не надо его носить, да, он с ним прощается. Это очень хорошая техника, методика, и внимательный родитель может с ней справиться самостоятельно. Если у вас вопросы сейчас, пишите. Ну, и еще я вам покажу один способ, да, которым можно пользоваться. Это способ использовать ресурсы какого-либо героя. Например, у ребенка есть какой-то страх, там, не знаю, темноты или высоты, или воды, или какого-то страшного персонажа, да, мы можем спросить его, кто вот сможет этот страх победить. Например, там он говорит, Человек-паук, там, да, или там какой-нибудь другой герой, или там богатырь, или там какая-нибудь фея волшебная, да. И мы начинаем спрашивать, а почему он это может сделать? Мы можем спросить, а что у него для этого есть? Вот сейчас подумайте просто, да, про страх, который есть у вашего ребенка, который, например, он вам транслирует. Или подумайте даже про свой страх. Я достану сейчас из этой колоды, здесь разные сказочные персонажи, да, эту колоду можно тоже не использовать как бы с детьми, но и со взрослыми тоже. И я вот сейчас, когда вы подумаете про свой страх, про страх своего ребенка, можете написать его в чат, я достану сейчас вслепую абсолютно любую карту, и мы подумаем, какие ресурсы есть у этого персонажа сказочного для того, чтобы справляться со своими тревогами. И как это может помочь вам. Да, я предложу вам подумать, вам или вашему ребенку. Мы с ребенком можем брать любого персонажа, сказки его любимого, и подумать, как же он справится с этим страхом. Итак, подумайте про страх своего ребенка или про свой собственный страх. И я вот просто вслепую достаю любую первую попавшуюся карту. Посмотрите, нам попался Шрек. Я вас прошу сейчас подумать, какой он, что это за персонаж, что это за герой, что у вас ассоциируется со Шреком, как он справляется со своими сложностями, как он справляется с проблемами, и как эти качества могут помочь вам с тем, чтобы справляться со своим беспокойством или вашему ребенку. Вот точно так же вы можете спросить ребенка, а какой герой твой любимый? Ага, там какой-нибудь, ну даже Шрек, допустим, да? А он как бы поступил с этим страхом? А что ему поможет, да? И мы таким образом ребенка можем, ну, просто поддержать в том, чтобы он лучше себя чувствовал и лучше справлялся со стрессом и со своими страхами. Мы движемся к завершению. Я прошу вас сейчас написать о том, во-первых, как прошел для вас вебинар, и, может быть, какие вопросы у вас появились, я на них отвечу. Если вопросов нет, то мы будем завершать наш вебинар, и тогда я прощаюсь с вами. До новых встреч. Вы можете обращаться ко мне с вопросами, касающимися детских страхов и других тем. Буду рада вам помочь. Спасибо за проведенное время. До новых встреч. Прощаюсь с вами. Хорошего вам вечера. Отдыхайте. До свидания.